бы хотелось вот в завершении нашей беседы, так сказать, немножко перейти на, может быть, более веселую ноту и открыть, если вы согласитесь, открыть зрителям секрет. Вот я согласен. Махмуд Эсэмбаев и Папаха уже многие годы для зрителей неразделимы. Когда она появилась впервые? Вы знаете что, я Папаху носил и мальчика. Это не есть в этом что-то. Папаха – это национальный наш чеченский головной убор. Если ты войдешь и снимешь папаху, ты уже не уважаешь ни дом, ни вас, никого. Ты должен оставить папаху, какая бы жара ни была. Был такой журнал на Ямайке, «Кингстон». Я танцевал на всех островах. Вышел вот такой журнал. 50 градусов. Он сидит в своей конгору, большой шапке. На улице я сижу так. 50 градусов. В общем, танцует в шапке, кушает в шапке, в общем, гуляет в шапке, и в театре в шапке, наверное, и спит в шапке. Последний лист, шикарная, в общем, кровать, золотистое одеяло, под одеялом нарисована моя папаха. Наверное, и спит папахи. В общем, это национальный головной убор. Я одеваю, когда кепочку, я похож на сявку карманчиков. Если я одену шляпу, я похож на шпиона, точно. Одевая папах, я похож на Махмуда Эсэмбаева. И эта папаха ко мне приросла так, и, уважая народ, я никогда его не снимаю. Мог бы и снять, тут ничего такого нет. Но за мою папаху давали самые лучшие машины Америки. А один из корреспондентов мне давал любую сумму денег, любую сумму. Если я вот так сделаю, вот сниму, я одену, что он сделал один снимок. Но ему это не пришлось сделать. Паспорт у меня тоже в папахе. Это нарушение международной конвенции. Когда мне ее выдавали, так не хотел этот, вот, вы знаете, не положено. Я говорю, ну, может быть, и не положено, но мне паспорт не нужен. Говорю, достаточно? Конечно. Снял? Секретов тут никаких нету. Когда, понимаете, еще к тому, что ко мне очень подходит папаха. Из всех головных уборов. Мне подходит челма и подходит папаха, а шляпы нет. Так что тут секрета никакого нет. Ну и на прощание ваши пожелания нашим телезрителям, традиционное завершение. Дорогие харьковчане, дай Бог, как вы хотите в своей душе, так было бы вашим детям, вашей семье, чтобы дети были сытые, счастливые, женщины улыбающиеся, и чтобы было на что жить хорошо. И дай Бог, чтобы мы достигли то хорошее, что имеем на это право. Самая богатая земля наша. Это наш СССР. СНГ я не имею отношения. Очень люблю Украину. Украинские песни пою. Украинский язык знаю неплохо. Я всегда говорю, українська мова як рідна. Господи, дивлюсь на тебе та й думку гадаю. Чому ж я на тебе? Чому не летаю? Я всі пісні, як музики зачує, та й на піч танцює, ах ти старий дедуха. В общем, я люблю Украину. На Украине меня тоже любят. Спасибо.